Хорошо. посидеть в этом клоне. Елена Турова, она снимает мультипликационные и детские фильмы. Вот, например, вот это «Зеркало-портал», это из ее фильма «Рыжик в зазеркалье». Начиная работу над этим проектом, мы долго думали, кого пригласить ведущим. Не секрет, что в кино, как в политике и спорте, разбираются все, но мало кто по-настоящему знает весь процесс изнутри. В 1956 году он уже работал на съемочной площадке. В белорусском кино более 60 лет. Начинал работать еще с мастерами советского и даже немого кино. Снял десятки документальных, музыкальных и игровых фильмов. Написал несколько книг, в том числе и об истории белорусского кино. Владимир Александрович Орлов. Сценарист, режиссер, актер, писатель, телеведущий – наше связующее звено между прошлым и настоящим белорусского кинематографа. Именно ему мы доверили рассказать историю кино нашей страны. Рассказ мой будет, конечно, субъективен, потому что история белорусского кино – это и моя личная история. О ком-то или о каких-то фильмах я расскажу подробнее, о ком-то или о чем-то вообще не упомяну. Кто не согласен, пересмотрите фильмы, о которых пойдет речь. Беларусь – независимая страна, следовательно, и кинематограф ее стал независимым. Но это были очень сложные, трудные годы и для страны, и для киностудии «Беларусьфильм». Ну, главное, что развалилась огромная, необъятная система всесоюзного кинопроката, и наши картины, ну, стали как бы невостребованными. Да тут еще и чехарда со сменой руководителей киностудии. По сути дела, «Беларусьфильм» в те годы превратился в сервисную организацию с очень хорошей и недорогой производственной базой. Тут охотно очень снимали пришлые режиссеры, пришлые продюсеры: Дмитрий Астрахан, Менахим Голан, Юрий Мороз, Валерий Тодоровский. Но к белорусскому кино это никакого отношения не имеет. В каждой советской семье кто-то обязательно занимался фотолюбительством. А вот вопрос, а где сегодня все эти фотоаппараты? Все вот эти ФЭДы, фотокоры, комсомольцы, зоркие, зениты, где? А где огромное количество приспособлений для получения в конечном итоге фотографии, отпечатка? Где это все? На чердаках, на антресолях, в гаражах. Почему? А жалко выбросить. А теперь представьте себе вот это все в масштабах киностудии. Приведу один пример. Когда молотками разбивали съемочную аппаратуру и, главное, вот эти вот объективы, специальная комиссия стояла рядом и наблюдала, чтобы операторы-ветераны не утащили бы какой-нибудь объектив. Зачем? Вы знаете, наверное, просто на память. Потому что эти объективы не нужны уже были
ни киностудии, ни этим операторам-ветеранам. Просто было жалко. Почему так случилось? А потому что на смену, ну, скажем так, оптико-механической системе съемки на смену пришла более компактная, новая, цифровая. Это не просто новая технология в производстве фильма, это новая эра. Фамилии режиссеров, о которых я буду рассказывать, могли прозвучать и в предыдущих сериях, потому что они стартовали в счастливые для Беларусьфильма времена, пережили вместе со студией тяжелые и кризисные и успешно продолжают работать и сегодня. Да, хорошо. Вот сейчас хорошо все сделала. Это всегда каждый праздник у вас. Вот ты приходишь и поешь, и все очень любят, когда ты поешь. Начали! Один из самых авторитетных и востребованных режиссеров в национальном кинематографе Александр Васильевич Ефремов. Он приехал на Беларусьфильм после окончания режиссерского отделения в ГИКа. За свою первую короткометражку, снятую в 1977 году, получил приз за лучшую режиссуру на Всесоюзном кинофестивале в Киеве и приглашение на студию «Ленфильм». Но он остался на нашей студии и, как признался, никогда об этом не жалел. Потом были другие картины, зрительская любовь, новые награды, общественная и преподавательская деятельность. Это стало моей родной студией. Беларусь стала моей родиной. И здесь я нашел близких. Здесь живет моя дочь и моя внучка. Здесь у меня большое количество друзей, коллег. И здесь я сделал картины, которые считаю, в определенной степени для меня приемлемыми. В 21 век Александр Васильевич вошел уверенно, в отличие от многих своих коллег-кинематографистов, которые пребывали в растерянности. О чем, как снимать в новых социальных и экономических условиях. Его фильм «Поводырь» возвращал зрителя к истинным человеческим ценностям, дарил надежду на то, что все в нашей жизни может измениться к лучшему, если только искренне верить и любить. Эта картина открыла для нас талантливую актрису, которая стала музой режиссера в кино, театре и в жизни. По итогу, анализируя, все-таки лучшие и любимые работы – это в картинах мужа. Все-таки. Потому что там есть возможность поразмышлять, придумать что-то, посотрудничать. Как тонко использована параллель сюжета «Поводыря» с показом по телевизору фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Там тоже герой влюбляется в слепую девушку, и тоже все кончается исцелением и взаимной любовью. И как трогательно в финальных титрах благодарность Чаплину, поклон великому мастеру. Венский врач излечивает слепоту. Тысячи людей специально едут со всего света. Мастацкому кіраўніку тэатра студыі кінаактёра нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» за стварэнне ў 2001 годзе мастацкага фильма «Поводырь». В этой профессии надо расти. Надо расти, 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 еще раз расти. И поражение от победы, так сказать, не стоит отличать. Какое-то поражение может стать потом победой, и в этом есть тоже логика определенная. Александр Ефремов даже в годы малокартинья не покидал надолго Беларусь. У него был надежный тыл как в семье, так и в творчестве. Вот уже почти 30 лет он руководит Минским театром студии киноактера.
Поэтому не случайно актеры его театра плотно заняты в его фильмах. Александр Васильевич – театрал, один из немногих белорусских режиссеров, кто прекрасно знает специфику работы с актером, и он умело пользуется этим в своих фильмах. Вот так он увидел на сцене «Минского тюза» подростка Машу Возбо. Она сыграла главную роль в его фильме «Дунечка». Это фильм о любви, нет, о влюбленности 12-летней Евдокии во взрослого 17-летнего парня. Ты очень хорошенькая. И самое главное, ты очень, очень женственная. А это больше, чем красота. Поверь мне. Так всегда говорят. А лет через 5-6 ты вырастешь настоящей красавицей. И твой Коля сам влюбится в тебя. Будет готов отдать за тебя жизнь. Поверь мне, уж я-то в этом толк знаю. Приз президента Республики Беларусь за гуманизм и духовность в кино вручается создателям фильма Национальной киностудии «Беларусьфильм» «Дунечка». К этому призу, к его девизу «За гуманизм и духовность» имеют отношение все кинематографисты Беларуси, работавшие на протяжении 80-летней его истории в нашем белорусском кино. Я благодарен, я счастлив. Сохранить этику собственную, нравственность государственную, сохранить те ценности славянского народа, которые исповедовались им всегда, это значит защитить государство. И в этом смысле искусство – первый помощник государству для того, чтобы сохранить эти самые ценности. Последние годы Александр Ефремов много снимает, и чаще всего это сериалы для российских кинокомпаний или совместные проекты Беларуси и России. Хорошо приняты зрителями его военные картины «Снайпер», «Оружие возмездия», «Покушение», «Немец». Это эффектное, занимательное кинозрелище, особенно для любителей острых ощущений. 45 лет, как я на этой студии. 45 лет. Я хочу... Я никуда уже не уеду, я никуда ничего не брошу. Я хочу, чтобы здесь чего-то появилось на этой студии. Чтобы появились картины, которые можно было бы сказать, вы знаете, ничего. Это наше. И чтобы у белорусов появилось больше искреннего желания, искреннего ощущения, что мы здесь, живущие, не такие плохие, кое-что умеем. И еще хочу сказать об одном режиссере, о вдумчивом, дотошном Вячеславе Никифорове. В 1972 году он снял картину «Зимородок» на типичную для белорусского кино тему о партизанах. Школьники после войны ищут следы легендарного партизана. Каковым оказывается их школьный учитель. Первый всегда трудный и самый дорогой, и он получил красную гвоздику, приз ЦК комсомола большой страны. 10-15 лет подряд шел по всей стране этот фильм. Больше того, он был фильмом в Авгике, который показывали будущим режиссерам и будущим киноведам. Поэтому я с годами обнаружил, что у меня очень много знатоков и поклонников моего кино. В
1981 году Вячеслав Никифоров снимает по раннему рассказу Василя Быкова и сценарию Федора Конева фильм «Фруза». Судьба молодой Фрузы – участь многих женщин Беларуси после войны. Поражает душевная сопричастность писателя и режиссера к судьбе одинокой женщины, жаждущей любви и простого семейного счастья. Позвал бы кто, пошла бы хоть на край света. Лежат твои зовуны в сырой земле. От Москвы до Берлина лежат женихи твои. Не кликнут. Почему с классиками работать полезно, приятно, поучительно и так далее? Они неисчерпаемы, потому что правдивы, потому что истинны. Ты все время там найдешь все, чего ты хочешь, было бы чем хотеть. Фруза, Фрузочка, а как ты его назвала? Как зрители в 80-е принимали фильм Славы Никифорова «Фруза», могу свидетельствовать. Я привез на фестиваль во Львов свою музыкальную картину «Веросы», а поскольку я играл одну из ролей в картине «Фруза», меня попросили заодно представить эту белорусфильмовскую картину. Что я и сделал. Представил и ушел. Был просмотр, а потом было обсуждение. Его вела диктор центрального телевидения Светлана Жильцова. Она мне потом рассказала, что женщины после просмотра в зале плакали, а некоторые потом подошли к ней и рассказали о схожести судьбы экранной героини Фрузы с их собственной женской послевоенной судьбой. Роман «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева в российском и советском кинематографе экранизировали 5 раз. Последний раз сравнительно недавно, в 2008 году. А вот в 1984 вышла на телеэкраны и получила Госпремию СССР картина «Отцы и дети» Вячеслава Никифорова. Эта экранизация и сегодня профессионалами считается одной из лучших. Евгений! Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений. Неужели у тебя нет других слов для меня? Режиссер Борис Степанов к этому времени уже снял несколько фильмов масштабного проекта «Государственная граница». По состоянию здоровья он не смог продолжить работу, и следующую картину доверили снимать Вячеславу Никифорову. Он успешно справился с этой задачей, сняв один из самых интересных фильмов сериала о начале войны под названием «Год 41». Правда, съемки, как вспоминает режиссер, проходили в экстремальных условиях. По тем временам за 25 дней 2 серии снять – это было очень сложно. И это была чудовищная, конечно, нагрузка. Но мы сняли. До сих пор у меня там что-то какая-то мышца ослабла, потому что так нельзя, я еще курил. Такое несчастье. И когда мы закончили и уезжали, на следующий день ливни пошли. Ливневые дожди. И там администратор, который оставался, говорит: вы не представляете, тут такая осень вообще, зима. Как мы успели, а? В конце 20 века невостребованный в Беларуси режиссер уехал в Москву. И там снял несколько добротных сериалов, за один из которых получил высшую награду российских киноакадемиков – «Золотого орла». Сегодня Вячеслав Никифоров снова на Беларусьфильме курирует молодых и мечтает снять фильм по своему сценарию о послевоенном поколении, которому принадлежит и сам. Те несчастья, которые перенес народ, это его сила.
Потому что эти страдания рождают такую силу, которую можно сравнить только с силой любви, с материнским инстинктом. Эта сила на частном индивидуальном уровне делает человека человечным, а народ непобедимым и способным к развитию. Вот какое богатство и какой потенциал у белорусского народа. Еще одна яркая фигура белорусского кинематографа – Юрий Елхов. Он появился на студии «Беларусьфильм» после окончания операторского факультета в ГИКа. В качестве кинооператора снимал фильмы с Леонидом Нечаевым «Приключения Буратино», «Про красную шапочку», с Борисом Луценко «Раскиданное гнездо», с Михаилом Пташуком «Наш бронепоезд», с Валерием Рубинчиком «Культпоход в театр и отступник». Но с начала 90-х Елхов ушел в режиссуру, но иногда все же становясь за камеру. Когда я был в Авгике, то там была такая пословица, что оператор как собака, все понимает, но сказать ничего не может. Ну, это такое бытует мнение, что все операторы молчаливые, они стоят за камерой и особенно не раскрывают рот. За них говорит режиссер. Но поработав с такими выдающимися режиссерами, я очень многому у них научился. И с точки зрения режиссуры. У Леничева я научился, как нужно работать с детьми. У Рубинчика, что такое вообще игровое кино. От фильма к фильму, совершенствуясь в профессии режиссера, в 2000-х Елхов берется буквально спасать национальный проект – фильм «Анастасия Слуцкая», от которого отказался первый постановщик. Все режиссеры отказались, стали предложить театральным режиссерам. Театральные режиссеры отказались. Стали приглашать московских режиссеров. У московских режиссеров был первый вопрос – какой гонорар у режиссера? Их не интересовала тема, их не интересовал бюджет, какой гонорар у режиссера. И когда им говорили, что вообще бюджет фильма $1 миллион, а в то время в России уже снимали там по $10 миллионов, то, естественно, все улыбались и говорят, снимайте сами за эти деньги. Ну, я согласился. Действительно, вся Беларусь работала на эту картину. Ну, я имею в виду, что шили костюмы нам за копейки. Работали все военные клубы, очень много рыцарских военных клубов, которые готовили доспехи, оружие, амуницию, костюмы средневековые, вручную сшитые. Не знали, что это картина, которую нужно сделать. Это престиж Республики Беларусь. Это картина, которая должна остаться как достойный фильм, снятый на историческую тему. Потому что таких масштабных фильмов еще в Беларуси не было. Многочисленные призы международных кинофестивалей этому фильму сопровождались формулировками «За яркое воплощение исторических событий», «За лучший приключенческий фильм», «За лучшие костюмы», «Приз зрительских симпатий». Единственная белорусская картина в Америке, в Хьюстоне, на международном кинофестивале, очень старом кинофестивале, которому 30 с лишним лет, получила платиновую награду. И золотую награду получили девочки за костюмы. 100 лет! 100 лет! 100 лет! Юрию! 100 лет! 100 лет! 100 лет! Юрий Александрович постоянно в работе. Пишет книги, снимает проблемные научно-популярные документальные фильмы.
А недавно на средства своей независимой студии вместе с Дмитрием Зайцевым поставил фильм «Неприкосновенность», который уже получил несколько международных призов. Вот то, чем занимаюсь я, это профессия фильммейкер. Фильммейкер – это человек, производящий фильм. Он автор сценария, автор идеи, автор сценария, режиссер, оператор, художник, продюсер и дистрибьютор. Потому что я продаю свои фильмы. Вот. Я человек-оркестр. Это и есть профессия фильммейкера. Дмитрий Зайцев – кинооператор экстра-класса. Снимал фильмы с лучшими белорусскими режиссерами. Многие из фильмов вошли в Золотой фонд национального кинематографа. Как кинооператор он лауреат международных и национальных кинофестивалей, Государственной премии СССР за работу над эпопеей «Люди на болоте». Но вот его, кинооператора, в 90-е годы, что называется, потянуло в режиссуру. Уже в качестве режиссера он снял более 10 фильмов. Но, на мой взгляд, лучшая его картина «Хам» по роману Элизы Ожешко. Тема любви с такими конфликтами, которые там происходили, она меня безумно увлекла тем, что прощение ради этой любви большой. Я в этой жизни много личного потерял в связи с тем, что я бескорыстно и всю жизнь люблю искусство и не представляю себе жизнь без этого дела. Боже милосердный, что мне делать? Как жить? Мать художник, отец художник, сестра художник, брат художник. Знаете, один я не художник. И я никогда в жизни не думал, что я буду кинооператором или кинорежиссером. Заслуженный артист Республики Беларусь Геннадий Шкуратов из Витебского театра имени Якуба Колоса до этой картины был малоизвестен у нас в республике по белорусским фильмам. Но, как оказалось, много и успешно снимался на киевской студии. Еще бы, такая внешность, да такой талант. Не знаю, пробовал ли Дмитрий Зайцев еще актеров на главную роль в «Хаме», но Геннадий Васильевич, на мой взгляд, эталонный исполнитель. Я считаю, что возможности, которые могут породить хорошее кино, они все зависят от нравственного понимания того, как ты живешь, где ты живешь и что ты хочешь в этой жизни добиться чего. Если ты хочешь добиться денег и прочее, то надо тебе здесь не жить. Тое, што вы зараз бачыце, момант здымак толькі аднаго эпізода. Колькі іх яшчэ будзе, колькі работы прадстаіць потым. «Кветкі правінцыі» – так называецца фільм, які здымае рэжысёр Дмітрый Зайцев па аднайменнаму раману Георгія Марчука. Падзеі, якія разгортваюцца ў новым фільме, ахопліваюць прыкладна 10 гадоў. Пачатак 60-х, пачатак 70-х нашага стагоддзя. В 1994-м выходит на экраны картина режиссера Дмитрия Зайцева «Цветы провинции». Глубоко драматичная повесть Георгия Марчука достойно переведена на язык кино. Помимо коллизий в судьбе героя, очень кинематографично показана среда существования персонажей в небольшом белорусском местечке. Может быть, потому что автор Георгий Марчук уговорил режиссера снимать фильм на его родине, в райцентре Давидгородок. За эту картину ее создатели получили Государственную премию Республики Беларусь.
Из продукции «Беларусьфильма» первого десятилетия 21 века я бы выделил две картины «Волки» и «Массакра». Что особенно приятно, что создатели этих фильмов оба выпускники нашей академии, мастерской режиссерской Виктора Турова, Александра Ефремова. Обе картины очень занимательны, смотрятся с огромным интересом и созданы на хорошем, высоком профессиональном уровне. Фильм «Волки» создали два Александра. Чекменев, которого никогда мы не звали иначе, как Шура, очкарик, весельчак, остряк, сыпавший байками и анекдотами, хороший режиссер-документалист. Он написал свою трагическую повесть еще в 60-е годы. Она и легла в основу фильма «Волки». Второй Александр – режиссер Колбышев. До этого фильма снявший несколько прекрасных короткометражек, отмеченных призами национальных и международных кинофестивалей. Он долго и трудно шел к своему полнометражному дебюту в кино. Его творческие заявки отвергали, а снимать лишь бы снимать он не хотел. Подрабатывал таксистом, снимал в России, занимался озвучкой московских сериалов, снимался как актер и мечтал о своем кино. Он его снял. Художника обидеть может каждый. Но не жалейте слов добрых, хороших слов. И пусть пройдет время, оно расставит все точки над «и», и мы поймем, стоит этот фильм чего-то. Но к прискорбию, с небольшим разрывом во времени, оба Александра, и Чекменев, и Колбышев, покинули этот мир. Не побрезгуй. Обними меня на прощание. Ну, буде. Страшно мне. Буде. Умирать страшно. Понимаешь? Ну, иди. Ну, давай. Иди же. Прости. В основе сценария фильма «Массакра» мотивы новеллы Проспера Мериме «Локис» – «Медведь», а «Массакра» с латыни – «Резня». Мистический фильм, новый для национального кинематографа жанр. Режиссер Андрей Кудиненко не без иронии определил его жанр как «бульба-хоррор» – «бульба-ужас». События Великой Отечественной войны – магистральное направление белорусского кино, потому что тема утрат и побед белорусами никогда забыты не будут. На рубеже веков 20-го и 21-го, после нескольких коммерческих фильмов, Михаил Пташук запускается на киностудии с военной драмой по роману Владимира Богомолова «Момент истины».
Он буквально горел этим материалом. И все доводы оппонентов, что денег на столь масштабную постановку на студии нет, что военная тема у зрителя не актуальна, что автор не даст разрешения на экранизацию, режиссера не остановили. Он нашел часть средств в России, убедил руководство, что снимает психологическую драму, а война лишь фон, на котором разворачивается действие, заверил автора, что не повторит ошибок Андрея Тарковского и Витаса Жалакевичуса, которым Богомолов в свое время не разрешил снимать этот роман, и запустился с картиной. Режиссера спасало то, что многие популярные актеры, так же как он, знали и любили этот материал и согласились сниматься за небольшие деньги, что на киностудии «Беларусьфильм», которая всегда славилась своими военными картинами, сохранилась материальная база – костюмы, оружие, реквизит, техника. Благодаря заинтересованности в этом фильме руководства страны, белорусская армия поддержала съемочную группу своими ресурсами. Но режиссер и не подозревал, какие трудности ждали его впереди. Честно скажу, я не предполагал. Вот я уже говорю, что если бы я знал, что это адовая картина, если бы я знал, что если Бог дал бы такое видение, знать, что тебя ждет и что тебе предстоит пережить, я бы никогда на это не пошел. Выход картины на экраны показал, что интуиция в очередной раз не подвела Михаила Пташука. Картина с большим успехом прошла в прокате, ее купили центральные телеканалы. Призы различных кинофестивалей открыли для режиссера заманчивые перспективы работы на других студиях, в том числе и в Голливуде, но буквально за день до получения очередной награды за этот фильм в Москве Михаил Николаевич погибает в автомобильной катастрофе. Прошло уже больше 20 лет. Его фильм в августе 1944-го теперь классика белорусского кино. И каждый год, и по нескольку раз обязательно его показывают телеканалы страны. Помню, в 2010 году встретил знакомого человека искусства, ныне политического деятеля, чьи суждения я всегда уважал. Он шел после закрытого просмотра фильма «Брестская крепость», в производстве которого участвовала и наша киностудия. После моего вопроса «Ну как?», он долго мысленно формулировал впечатление от фильма, наконец сказал «Не стыдно». Нет, совсем не стыдно. Позже, посмотрев фильм, я с ним согласился. Когда люди, общество, государственное сознание обрастает такими необходимыми мыслями из разряда создания своего кинематографа, для меня это большая радость. И если есть возможность быть другом и этого кино, тоже большая радость. И то, что вот однажды произошла совместная работа над фильмом «Брестская крепость», был еще такой фильм «Белые росы», уже конкретно белорусский фильм, фильм, снятый в Беларуси. Для меня, конечно, это был такой подарок судьбы. Когда снималась «Брестская крепость», это был по-настоящему объединяющий проект, когда были две группы. Одна группа из России, другая группа из Беларуси. Они были вместе. Тот, кто это прошел, тому ничего объяснять не надо. Ни про Советский Союз, ни про дружбу народов, ни про порядочность, про культуру. И нет высшего счастья на земле, кроме как общего дела. Когда личные интересы ниже на ступень общего дела. Вот кино дарит человеку именно вот эти эмоции. Мы вместе что-то делаем, что-то очень важное. И мы все вместе понимаем, что. События любой войны оставляют отпечаток не только на судьбе, на характере человека, но даже на способе его существования. Например, я в деревне под Рогачевым видел перед крыльцом вымощенную площадку из артиллерийских гильз, вбитых в землю, капсулями вверх сюда, примерно 6×8. А вот в деревне под Сапоцкино ДОТ используют как
хозяйственную постройку. Ну и пушку используют как трубу для самогонного аппарата. Тогда чему удивляться, что в фильме «Das ist fantastisch» пашут и барануют землю на танке, а окрасив его в розовый цвет, везут молодоженов в ЗАГС. Говорят о конце 90-х как о трудном времени, будто можно назвать хоть какой-то отрезок нашей жизненной истории легким. Не могу не вспомнить уникальный для этого времени телевизионный проект – 33-серийную историческую драму «Проклятый уютный дом». В основе сюжета – эхо восстания Калиновского 1863 года. Суровые военные события, словно волны, прокатываются через разоренный шляхетский дом, калеча судьбы, не деля людей на правых, виноватых. Если бы вы знали, каким когда-то уютным, гостеприимным, веселым был этот дом. Эти слова произносит героиня Соломея. Действительно, вот эти ее слова, сюжетно связанные с этим домом, очень похожи на судьбу самого этого дома. Дело в том, что это была библиотека графов Литовор-Хребтовичей. На втором этаже, когда мы убрали полуметровый слой мусора, открылся наборный паркет, по которому ходили Мицкевич, Владислав Сырокомля, Томаш Зан, Ян Чечет. То есть вся интеллектуальная элита середины XIX века этого края, вся вот собиралась здесь. Ну, что сейчас с этим домом? Вы видите, он и не проклятый, и не уютный, он просто заброшенный. Но ведь все это можно как-то отстроить. Разве не так? Можно. Только нужна еще одна жизнь. Выходит, все было напрасным. Что все? Кроме массовок, в главных ролях и ролях второго плана в нашем сериале заняты 56 исполнителей, актеры из 8 театров, в том числе 3 народных артиста СССР. 28 часов 6 минут чистого экранного времени. Это примерно 20 полнометражных фильмов. Замечательно, что осилила этот проект Белтелерадиокомпания на базе своего же телецентра, доказав, что все возможно, и времена здесь не помеха. Ну вот я и рассказал свою историю белорусского кино вплоть до сегодняшнего дня. Осталось поставить вопросы, на которые у меня нет ответа. В каком состоянии, в каком положении находится сегодня белорусский кинематограф? Какие яркие работы ожидают нас завтра? Удастся ли новому директору сотворить на студии очередной ренессанс? Но об этом в нашей следующей серии.